Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. В Якутии успешно развиваются институты гражданского общества, реализуются социальные проекты некоммерческих общественных организаций. Сегодня каждый гражданский активист имеет все возможности для раскрытия своего потенциала во благо республики. Об этом сегодня пойдет наш разговор. Гость студии Николай Бугаев, председатель Общественной палаты республики. Николай Дмитриевич, здравствуйте. Добрый день. Предлагаю зайти немножко издалека. В 2014 году вы были руководителем департамента по развитию гражданского общества. Тогда вы стали инициатором принятия закона РСЯ о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Сегодня закон работает, закон – главный инструмент грантовой поддержки. Расскажите, какая роль сегодня у грантовой поддержки и его реализация для жителей? Да, вот за это десятилетие, можно сказать, что прошел очень большой путь, мы прошли, и сейчас вот этот закон работает. И на Дальнем Востоке мы являемся одними из лидеров по и грантовой поддержке, и по участию наших общественников, некоммерческих организаций в грантах и президента Российской Федерации, и президентского фонда культурных инициатив. Например, вот за последние 3 года, благодаря вот той работе, которую делает наше правительство, Министерство молодежи и соцкоммуникации, гражданское общество, более 166 миллионов рублей пришло из президентских грантов, 62 миллиона рублей по культурных инициатив, и где-то 21 миллион 700 тысяч рублей по линии федеральных грантов по молодежной политике. И также согласно нашему закону и постановлениям правительства, порядка 66 миллионов было в президентских грантах главы республики. И 90 миллионов получили софинансирование из федерального бюджета. То есть мы видим, что наши общественники научились писать гранты, делать проекты. Если у нас раньше делали проекты, но не умели писать гранты, то сейчас это потихоньку меняется, и уже больше стало грамотных людей, но и стали сейчас требования больше. Поэтому все время мы совершенствуемся, все время идут, к нам приезжают наши гости и обучают нас, наши грантовики ездят по другим регионам. Эта работа продолжается, и очень радостно, что эта работа продолжается и как со стороны правительства республики, так и со стороны общественников. Николай Дмитриевич, вы на посту председателя Общественной палаты провели большую работу в республике, в том числе по оказанию гуманитарной помощи и помощи общественному контролю, инициативы предложения жителей республики рассматривали. Расскажите подробнее о своей работе. Да, действительно, у нас, вообще на севере люди помогают друг другу. Без этого нам не выжить, и поэтому эта работа у нас ведется. Помните, когда у нас в 2020 году были большие пожары, общественность республики сразу откликнулась. Общественная палата здесь тоже мы работали для того, чтобы найти сперва и помещение. Поменьше было, потом побольше нашли. Ну и вместе с правительством работали с общественниками. У нас зародились даже общественные объединения, которые против пожаров работали. Потом, было у нас, помните, в Верхоянском районе большое наводнение. Там тоже люди объединились, общественники. Когда у нас началась частичная мобилизация, тоже народ объединился и начал помогать нашим бойцам. Поэтому здесь надо сказать, что люди у нас очень чуткие, и общественность очень такая активная. И здесь Общественная палата становится именно той силой, которая помогает это все дело организовать и поставить дело на такое хорошее русло для того, чтобы был какой-то результат. Николай Дмитриевич, последние 3 года вы сейчас отметили работы Общественной палаты при чрезвычайных ситуациях. Какие сегодня стоят вызовы перед Общественной палатой и, самое главное, как они решаются? Да, сейчас у нас, кстати, будет большое мероприятие. Это 1-2 августа здесь у нас в Якутске пройдет форум сообщества, куда приедут и члены Общественной палаты Российской Федерации, гражданские активисты, и все представители общественных палат Дальнего Востока. Это проходит у нас в республике уже 2-й раз. В 2015 году проходил форум сообщества, который проводит Общественная палата России. И там тоже будем смотреть вопросы, которые стоят перед нашей общественностью. Это, конечно же, первый вопрос, это мы рассматриваем вопросы демографии. Потому что вы знаете, что
На Дальнем Востоке вопрос демографии очень сильно стоит. Россия каждый год теряет большой город-миллионник. Вот. Поэтому вопросы демографии стоят очень остро, и эти вопросы тоже мы будем обсуждать. Но надо сказать, что в 2021 году впервые Дальний Восток вышел из ямы демографической, когда у нас с 90-х годов был всегда минус на Дальнем Востоке, сейчас стали на 20 тысяч, немножко стало нас больше в 2021 году. Вот, сейчас пока результатов 22-го нету, но будем его тоже ждать. Эти вопросы будем рассматривать. Также будем рассматривать, конечно, вопросы сохранения нашей культуры, сохранения и развития духовно-нравственных ценностей, которые определили, ну и вообще вопросы нашего суверенитета России как в экономическом, так и в духовно-нравственном плане. Уверен, что Общественная палата ежедневно буквально получает сотни сообщений от якутян, сотни вопросов. Какие вопросы волнуют больше всего? Да, действительно, вопросы волнуют, например, это первый вопрос у нас стоит дороги, например. По дорогам у нас тоже и было совещание, например, это то, что по дороге по Намскому тракту, там вопросы были о том, что там очень пыльно, и эти вопросы мы рассматривали. Вторые вопросы – это энергообеспечение. Помните, что на Новый год у нас было много чрезвычайных ситуаций, было, и много происшествий, когда у нас свет уходит на долгое время. Вот, здесь мы собирали и экспертов, и те компании, которые у нас производят электричество и доводят до жителей. Вот. И там были много вопросов было, которые мы обсудили, и после этого были направлены письма в соответствующие органы и для того, чтобы по законодательству отработать, ну и сделать то, что необходимо сделать согласно нормам закона. Вот. То есть транспорт, энергетика, ну и безопасность также. Вопросы безопасности тоже у нас стоят очень остро. И сейчас мы отрабатываем над тем, чтобы люди тоже могли участвовать и в народных дружинах, чтобы город стал безопаснее, ну и вообще республике стало жить еще более безопасно. Николай Дмитриевич, кроме общественного штаба вы еще возглавляете музей Ярославского в Якутске. Музейное дело сегодня, на ваш взгляд, востребовано? Да, действительно, музейное дело очень интересное вообще. Какова задача музея, как говорит наш президент Союза музеев России Пьянковский, мы должны довести, например, экспонат с 15 века до 25 века. И в течение 10 века у нас одна задача – это чтобы он сохранился, и если возможность есть, то мы его должны изучить. Музейное дело у нас в республике очень развито, и сейчас с прошлого года, наконец, у нас начали появляться финансирование на закупку экспонатов, на закупку экспонатов, на ремонт. Сейчас наши музеи муниципальные музеи уже работают по федеральным программам. Мы ждем, когда у нас и республиканские музеи тоже могут так работать. В прошлом году, например, в нашем музее было большое приобретение. Это копия дубль шлюпки «Якутск». Пришла в Якутск к нам в музей. Мы ее сейчас отремонтировали и уже подготовили к спуску на воду. Пока ждем команды, но у нас пока нет команды, капитанов пока нет, матросов нет, поэтому мы не можем пока ее спустить на воду. Но для этого все готово, и сейчас ждем решения правительства. Будем спускать шлюп, я думаю, что будем, и к этому все готово. И судно пойдет под парусами? Да, новые паруса, все новое, все отремонтировали, покрасили, все готово к этому. Отлично. Николай Дмитриевич, а какие мероприятия сегодня в музее проходят и для какой аудитории? Сейчас как раз на прошлых выходных открыли второй съезд родословия республики. Это очень интересное мероприятие, собрало все муниципальные районы. Действительно, по родословию очень интересно, когда ты начинаешь изучать своих предков, понимаешь, что им стоило пройти все войны, конфликты, кризисы, изменения, революции. Они это все делали для того, чтобы дать жизнь своим потомкам. И там же можно увидеть,
какова была судьба страны, судьба отдельного рода. Вот. Ну и очень интересно, что у нас открытие было как раз в день семьи любви и верности, потому что семья у нас является как родоначальником рода, так и составной частью рода. Поэтому очень интересное было открытие, и у нас сейчас эта выставка стоит в музее. Можно прийти, посмотреть, как люди начали изучать родословие и как это сейчас развивается. Потому что сейчас уже есть специальные компьютерные программы, которые совершенствуются и показывают уже такую картину, можно сказать, 3D-картину развития рода. Это очень интересно. Вот такая у нас выставка стоит. Ну и, конечно, эти наши постоянные выставки, которые у нас есть. В этом году мы проводили тоже в День музеев проводили интересную программу с нашими кузнецами. Активно у нас развивается кузнечное дело в республике. И выплавку железа прямо делали у нас во дворе музея. Николай Дмитриевич, как считаете, молодежь стала чаще ходить в музей? Да, благодаря Пушкинской карте молодежи у нас стало больше. И вот эта Пушкинская карта очень удобна, и она дает, скажем так, можно пойти в музей за счет средств, которые приходят от государства на Пушкинскую карту. Ну, мы просто не только показываем музей, туда входят у нас и мастер-классы, например, это можно сделать якутские украшения бисером. Проходят игры разные, квесты, очень интересно для ребят. У нас есть маленькая игровая комната для детей младшего возраста, это 3-4 лет, и может там тоже пройти, оставить ребенка в детской комнате и пройти экскурсию. Очень интересно, и молодежь стала больше ходить, больше интересоваться своей историей, и сейчас ввиду тех событий, которые происходят, люди больше начали интересоваться своей историей, историей своего края, своей страны. И когда человек приходит в музей, смотрит это все, изучает, к нему но он все равно выходит воодушевленный и гордый за свою страну и за свой регион. Николай Дмитриевич, какие планы по развитию музея? Может быть, цифровизация? Да, по развитию музея, у нас сейчас вопрос стоит по музею, у нас это и внутреннее пространство вокруг музея. У нас уникальное пространство в центре города, куда приходят у нас мамы, дети погулять, потому что там машин нету, большое такое пространство, свежий воздух. И у нас давно уже есть план построить там парк, зону активности. Все, конечно, упирается пока в финансы, но мы сейчас работаем и со спонсорами, и с партнерами для того, чтобы это внедрить. И мы уже сделали мастер-план, сделали проект. Он отвечает всем дизайн-коду города Якутска, сделали совместно с архитекторами города Якутска, дизайнерами города Якутска. Поэтому будет такое новое пространство. Я думаю, что мы это введем. И, конечно же, у нас должен сейчас ремонт пойти основного главного корпуса. Документы мы подготовили, будем биться за федеральное финансирование. Николай Дмитриевич, напоследок. Работа в общественной палате – это заботы и мысли о многих людях, о их судьбах, о их проблемах, их решениях. О чем лично вы думаете каждый день? Каждый день мы думаем о многом, конечно, да. Но мы всегда думаем о нашей Якутии, о том, что можно еще сделать такого, чтобы Якутия развивалась, чтобы люди сюда приходили, и люди жилось и мечталось о нашей родной Якутии. Николай Дмитриевич, спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо большое. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До новых встреч!